Друзья, мы сейчас находимся в кулинарной студии Бишбармак. Вот хозяйка, основательница, соосновательница этой студии Венера. Хочется узнать, как называются вот эти продукты башкирские, исконно традиционные. Талқан, сәк-сәк, сиялі мойыл, қызыл ірімсек, сиялі құрыт, балан, бал, құрыт. Теперь с переводом. Талкан делается из жареной пшеницы хурмас, перемолотый. В данном случае у нас это с использованием сметаны и меда смешано. Чак-чак, это понятно, что продукт. Чак-чак это переводится сяк-сяк, это чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Это тесто, которое изготовится только из яиц и муки и обжаривается в масле, и потом с сахарном медовом сиропе собирается уже, формуется. А сиялимай исконный такой продукт древних башкир, когда ягоды, косточковые ягоды заливали топленым маслом горячим, таким образом сохраняли витамины в ягодах, и топленая масса приобретала такой летний вкус. Май это масло. Масло, да. Қызыл ірімсек тоже продукт очень древний. Первые, наверное, сублимированные продукты молочные, когда творог вываривается до такого красного цвета, и потом сушится, и его можно восстанавливать горячим молоком. Кызыл ірімсек, кызыл это красный, ірімсек это творог. Да. Это корот, когда свежий корот смешивали в фруктово-ягодном пюре, и получался такой вариант йогурта. Да, а еще корот называют башкирским фисталом, да. Ну или мизимом. Да, вот он вот. Потому что помогает для пищеварения. Да, потому что его очень хорошо принимали вместе с жирной вот пищей. Вот этот темненький, это с чем? Черноплодные рябины, желтенькие с медом, а беленькие это кисло-оригинальные. Вообще, это я все таком, кстати, первый раз вижу. Да, все в таком ликсе. И башкирский мед. Башкирский мед чем славится? То, что там разнотравие там, да, и большое количество липы в Башкортостане, соответственно, он очень ценится. А калина, друзья, ценится тем, что он регулирует давление. Да, и очень много башкирской кухни блюд из калины. Что еще хочешь сказать? Спасибо, что пришли. Спасибо за внимание. Всем успехов. Спасибо. Хочу передать привет маме, бабушке. Теперь разбиваем яйца. Одно яйцо разбили. Второе. И третье. А теперь можно месить тесто. И в это время танцуем. Улыбаемся. Молодцы. А теперь смешные руки. Берем вот такую большую скалку и делаем большую лапшу все вместе. И пошли вперед. Молодцы. Вот это делаем. Еще раз. А теперь держим лапшу. У кого-то мелкая, у кого-то крупная, радуется пробников. Молодцы. А ее вот так сушат вверх. И вот так, чтобы не слиплось. Молодцы. А теперь положили ее туда в казан и размешиваем. Пока она будет готовиться, мы разводим огонь. А если вот это такие